Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня мы поговорим о выдающейся личности, казахстанском композиторе, заслуженном деятеле страны Кенесе Дюсекееве, о его жизненном пути и творческом наследии, которое он оставил миру. Кенес Дюсекеев родился 10 февраля 1946 года в селении Перимов Казалинского района Кызылординской области. С детства проявлял большие способности к обучению, и родители пророчили ему будущее великого математика. Но его манила музыка. Благодаря идеальному слуху и огромной любви к музыке он подбирал и играл любые мелодии на различных музыкальных инструментах, среди которых были баян, аккордеон, фортепиано, мандолина. Потому после окончания средней школы поступил учиться в музыкальное училище имени Чайковского, по окончании которого поступил в Алматинскую государственную консерваторию имени Курмангазы, класс композиции, где получал музыкальное образование до 1974 года. Его учителем и наставником был профессор Бычков. После консерватории работал главным дирижером и музыкальным руководителем молодежно-эстрадного республиканского ансамбля «Гульдер» до 1976 года. В 1976-79 годы музыкальный руководитель гастрольно-концертного объединения «Казахконцерт». 1975-84 годы главный редактор музыкальных программ Гостелерадио Казахстана. 1984-97 годы художественный руководитель и главный дирижер Казахского эстрадно-симфонического оркестра, телевидения и радио. С 1997 года художественный руководитель Казахконцерта. С переносом столицы и открытием там Казахского национального университета искусств он преподавал там класс композиции. Автор симфонии «Толгау», симфонической поэмы картины «Жалаңтөс Батыр», кантаты «О Дунье», цикла романсов «Времена года», мюзиклов «Мади», «Аккужибек», оперетты «Алдар Кусе». Произведений для оркестра, сонат, рапсодии, вариации. Среди его сочинений для камерного оркестра «Утро на Джайляу», «Кочевье», «Капелла от Туанжир» и другие. Является автором музыки ко многим фильмам и театральным постановкам. Для широкой аудитории Кенес Дюсекеев известен своими песнями, на которых мы подробно остановимся, исходя из названия нашей темы. Благодаря успешному тандему с популярным в Казахстане поэтом-песенником Шамышбаем Сариевым был создан песенный сборник «Салем Саған Туған Ел», из которой песню «Еркеледің сен» Роза Рымбаева исполнила на всесоюзном конкурсе с песней по жизни. А «Домбра Туралы баллада» была исполнена на международном конкурсе в Стамбуле. Тесно сотрудничал с большинством известных в Казахстане певцов-исполнителей, среди которых были Роза Рымбаева, Нагима Искалиева, Нурлан Манербаев, Макпал Жунусова и многие-многие другие.
Уже став известным на весь мир композитором, сам князь Дюсекеев говорил, что в его понимании почетное звание композитор может дать только народ, когда признает и полюбит. Имел звание заслуженный деятель Республики Казахстан, ордена Курмет, Парасат, звание почетный гражданин Казалинского района, медали Астана и 25-летие Республики Казахстан. А теперь послушаем фрагментами его песни, многие из которых стали хитами на долгие-долгие годы. Aynalayın közünden jäudüregen, sen шығатын түсімде тауды көрем, көрсетерем өзіңді ботақаным. Бақыт не деп сұрасаң енді менен, қуанышым дәуренім, толын шағым, жарқырасың қашанда сенің шамың. Бақытты бол
бір басқа армансыз қонады екен, адамдар өмірге қонақ екен. Шынымен бұл дүние шолақ екен. Қарағым еліктер осылай жасады екен, жолыңнан сені кім тосады екен. Бұл көңіл неліктен босады екен, бұл тағдыр сені кімге қосады екен. Қарағым-ай, қиылып үзіліп қарадың-ай, қарағам қандай сұлу жанарыңа. Басың қандай, қарақат көзің қандай. Күлкің қандай, шарапат сезім қандай. Қуанатын балаша кезің қандай. Өзің қандай, жаныма сөзің болғай. Өмірге жыртылады сен дегенде, жүрекке сыртылады сен дегенде. Кеудеме бір ғажайып шаттық орнап, өмірде қалып барады сен дегенде. В музыке Кениса Дюсекеева казахские народные традиции самобытность сочетается с многообразием средств современного музыкального языка. К отличительным особенностям почерка композитора относится эмоциональная открытость и непринужденность интонирования. Но главный акцент Кенис Дюсекеев ставит на поиски своего стиля. Особенно ярко это в песенном жанре. Его песни любимы и популярны и у молодых, и у старших поколений. В этом мы сегодня еще раз убедились.